Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем позицию обвинений и защиты по делу Романа и Эллы Григорьевых. О письменном допросе начинается сразу с того, что Григорьев приехал и начал пинать девочку руками-ногами. Их обвиняют в издевательствах над приемными детьми и убийстве 9-летней девочки. Покажем, как несовершеннолетний подросток украл из магазина крабовые палочки. Вырваться пытался, убежать. И хроника дорожных происшествий. Они, наверное, очень торопились, друг друга нашли, и меня еще заодно шибанули. Это и не только прямо сейчас. Последнее слово сказали сегодня присяжным заседателям Роман и Элла Григорьевы, обвиняемые в издевательствах над приемными детьми и жестоком убийстве 9-летней девочки. Ад, в котором жили 4 детей, которых супруги взяли из детдома, вскрылся в августе 2018-го, после смерти старшей дочери. Она умерла от черепно-мозговой травмы и, как установили эксперты, сильно страдала во время жизни в приемной семье. Все подробности у Нафисы Минязовой. Прения были открытыми, но снимать процесс было нельзя в зале присяжных заседателей. Им и предстоит ответить на главный вопрос. Виновны ли экс-супруги 42-летний Роман и 40-летняя Элла Григорьева в инкриминируемых преступлениях? Обвиняется Григорьев в убийстве малолетней девочки. Оба подсудимых обвиняются в истязании детей. И матери предъявлено обвинение в причинение девочке тяжкого вреда здоровью и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Обвиняемые вину не признают. Напомним, трагедия произошла в маленьком селе Горки Алексеевского района в августе 2018 года. Семья фермеров, у которых 2 своих детей, взяли под опеку еще 4, 3 сестер и братика. Все погодки. Жанна Семенова была старше, ей тогда было 9. Их родные родители злоупотребляли спиртным. И в 2017-м были лишены родительских прав. Но в новой семье счастья не было. Согласно материалам дела, были пытки. Сторона обвинения вновь продолжает настаивать на своем. И сегодня во время прений присяжным вновь напомнили, как в течение года опекуны издевались над приемными детьми за малейшие проступки, такие как невымытые руки, разбитую посуду, взятые без спроса конфеты. За это к их шее приставляли ножи и вилки. Доходило даже до того, что одну из девочек приковали на улице цепью для скота, и когда она уснула, избили металлической тростью. Но и на этом издевательства не заканчивались. Вот некоторые из фактов, установленных следствием. Родная дочь как-то пожаловалась родителям, что приемные без спроса выпили сок. Тогда Роман Григорьев разрезал коробку на 4 части и заставил детей ее съесть. 9-летнюю Жанну, которая в чистой одежде играла в песочнице, Элла Григорьева отвела в баню и облила кипятком. Девочка тогда получила ожоги 2-й, 3-й степени. В больницу ее никто не повез, лечили дома. И, как установили следователи, еще не окрепшую малышку 4 августа 2018 года сильно избил Роман, увидев ребенка опять в песочнице. После нанесения Григорьевым Романом телесных повреждений ребенка, они и не подумали, что она умерла сначала. Они, то есть, в своих показаниях говорят, она стала лежать как кукла. То есть, может быть, из-за возраста они сначала не поняли, то есть, мертва она, не мертва. На теле девочки эксперты насчитали не менее 16 следов от удара твердым тупым предметом. Смерть девочки наступила в результате черепно-мозговой травмы. Эксперты заподозрили возможное изнасилование девочки тупым предметом, но доказательств у следствия не хватило. После ареста супруга Элла Григорьева утверждала, что это не они тираны, а дети. 3 года нам кровь пили. И я, дура, мужа уговорила, говорю, поменяется. Давай вернем. Давай, это же не дети, это кошмар. Чуть позже ее и саму заключили под стражу. Родная мать после всего не узнала своих детей. Сейчас родители уже восстановили в правах, и дети вернулись к родной матери. Они просто вышли, я говорю, это не мои дети совсем. Ребенка привезли хранить, это не мой ребенок. Это просто скелет, обтянутый кожей. Адвокаты подсудимых уверяют, что все дело построено только на показаниях самих детей, а в них есть расхождения, и верить им никак нельзя. О письменном допросе начинается сразу с того, что Григорьев приехал и начал пинать девочку руками-ногами. Тогда как в видеозаписи она уже к моменту приезда Григорьева спала, и он спящую якобы уже пинал. Спящую якобы.
Понимаете? То есть спящую, то есть мертвую. Ну, уже мертвую, да. То есть, как бы неразумно. Григорьев достаточно адекватный человек, то есть он нормальный отец. Защита ходатайствовала вернуть дело на доследование, однако суд отказал. Сегодня подсудимые выступили с последним словом, уверяя всех, что не виноваты. Присяжные выслушали выступления сторон и уже скоро вынесут свой вердикт. Если подсудимых признают виновными, то главе семейства грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Написано Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. В суд передали уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Казани, обвиняемого в развратных действиях в отношении ребенка. По версии следствия, мужчина в октябре минувшего года постучался в дверь квартиры, находящейся в одном из домов Вахитовского района. И когда ему открыли, спустил свои штаны перед 6-летней девочкой. На следующий день решил повторить то же самое, но бабушка, заметив в окно злоумышленника, позвонила отцу девочки. Мужчина успел поймать педофила и передал его в руки правоохранителей. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В 2014 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных действий и освободился из мест лишения свободы в апреле 2019 года. Взял с полки колбасу, энергетика и крабовые палочки, но платить не хотел. Планировал пронести все мимо кассы. В продуктовом магазине на улице Краснококшайская по подозрению в краже полицейские задержали несовершеннолетнего молодого человека. Сдаваться стражам порядка подросток не спешил. Подробности у Вероники Гайнудиновой. В продуктовый магазин зашли 4 молодых ребят. Один из них привлек внимание работников заведения. Продавцы заметили, как он попытался пронести мимо кассы колбасу, энергетик и крабовые палочки. Подростка тут же поймали. Не сопротивлялся? Сопротивлялся. То есть дрался что-то с вами? Нет, зачем? Вырваться пытался, убежать. А, вы его скрутили и... Ну как скрутили? Его ГБР скрутил. Мы его просто поймали. Претензий к товарищам задержанного у сотрудников магазина не было. Тем не менее, во время разгара конфликта они предпочли покинуть магазин. А остальные друзья, они как-то спокойно все видят? Уже испарились. А, то есть как одного поймали, да. Сразу испарили. Задержанный не достиг совершеннолетнего возраста. Ему 17 лет. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Пожарные, медики и полицейские стянулись вечером в кафе на улице Чистопольская. Очевидцы сообщили, что из здания общепита валит дым. Прибывшие на место огнеборцы нашли источник возгорания. Он был снаружи здания. Как оказалось, из-за непотушенной сигареты загорелась обшивка дома. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация в здании не проводилась. Бетонной плитой придавило мужчину на улице Клары Цеткин во время демонтажа здания. Спасатели извлекли пострадавшего и передали его в руки медиков. У него диагностировали перелом шейки бедра, ребер, черепно-мозговую травму. Причина происшествия устанавливается. Форд Фокус и Лада Гранта вылетели в кювет в село Осиново Зеленодольского района. Авария произошла на перекрестке улиц Комарова и Комсомольска. Несмотря на то, что Лада буквально воткнулась в землю носом, в аварии никто не пострадал. Участники ДТП не захотели рассказывать, кто прав, а кто виноват. Больше всего их волновала широкая огласка случившегося. Это моя машина. А вы имеете право ее снимать? Ты ее не снимай. 3 автомобиля не поделили 2 полосы на Оренбургском тракте. В вечерний час пик на ровном месте столкнулись Лада Гранта, Hyundai и Chevrolet. По предварительным данным, одна иномарка двигалась по автобусной полосе, тогда как другая начала перестраиваться. Что произошло дальше и кому медики оказывали помощь, знает Рамиль Шайдулин. После столкновения участники ДТП вызвали на место бригаду медиков. Первая помощь понадобилась пассажирке Hyundai. Иномарку зажало с обоих сторон. С одной была Лада Гранта, с другой – Chevrolet. Они, наверное, очень торопились, друг друга нашли. И меня еще заодно шибанули сзади. Вы по этой ехали, да? Я ехала, я прямо подъезжала к светофору. И сейчас там как раз красный какой-то загорался. И просто такой удар сзади. Такой, да и все. Потом смотрю, что там происходит. Они тут толкаются. Первое столкновение произошло между 2 иномарками, и лишь затем по инерции одну из них отбросило на Ладу. Оба водителя настаивали на своей правоте и перекладывали ответственность за произошедшее друг на друга. Я уже почти что, в автобусной был. Он сбоку меня ударил, туда зажал. То есть вы перестраивались, в этот момент он вас въехал? Да, он впереди, я еще перестраивался. Там. Просто я ехал прямо, он поворачивал направо и пропустил, вот и все. То есть вы как, на высокой скорости или на предельной?
50-60 км в час. То есть он прямо перед вами, да? Да, да. Без поворотника, без ничего или как вот? Да, без поворотника, ничего. Но он точно. Это инспектора ГАИ сказали. Степень виновности каждого из водителей еще только предстоит установить на детальном разборе в госавтоинспекции. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.